Серебряные и золотые орнаменты на их поясах и оружии сделаны с мастерством и оригинальностью, удивительными для европейца. Когда тот сравнивает их изолированное положение и простой образ жизни со столь искусным талантом их художника и изобретателя. Я сомневаюсь, что по своей закалке их оружие имеет себе равное в Европе. Черкесские витязи, будучи великолепными знатоками оружия, обычно добывают себе мечи и кинжалы у абазинов, в высшей степени искусных как оружейников. Свой первый нож я сделал в 6 лет. У меня дядя занимался, делал ножи, по хозяйственную утварь, там, топоры, тяпки, ну, по хозяйству. Ну и вот после этого, как я его сделал, я всю оставшуюся жизнь как бы не отходил от этого. Периодически их делал, ну, как хобби, даже в школе. Ну и так, занимаясь всю оставшуюся жизнь, там, меняя профессии, работы, я не переставал делать ножи периодически. И вот до недавнего времени, пока я не перешел и уже не начал делать их профессионально. Дядя мне рассказывал, что этим ремеслом занимался его еще дедушка. И дедушка как бы сделал кузню, у них была наковальня, горн такой самодельный. Он не только ножи делал, там по хозяйству какие-то вещи из железа делал. И он его обучал, вот, своего внука. Дядя мне передал это. Ну и я теперь стараюсь передать это своим ученикам. Наше вот древнее искусство, ремесло, ну, не должно в нашем современном мире потеряться. Я рисую с детства, на разные темы рисую, и портреты делаю, пейзажи, натюрморты. И как бы решил сделать серию рисунков на тему абазинских мастеров. И в интернете нашел страничку мастера Зураба Кушинова. Я его начал рисовать и параллельно начал знакомиться с изготовлением вообще ножей, потому что мне эта тема нравилась с детства. И ну, как бы я подумал, что мои художественные какие-то навыки могут пригодиться вообще в изготовлении ножей. И как бы заинтересовался и начал у него обучение проходить. И вот на сегодняшний день я как бы и совмещаю художественную деятельность свою, рисую и ножи делаю одновременно. Перед тем, как изготовить ножи, бывают заказчики, какие-то у них предпочтения, допустим, и сделать наброски мне уже как бы мне становится легче. И в этом отношении навыки художественные мне помогают. Делаю наброски, уже заранее человек примерно понимает, что я буду делать и как оно будет выглядеть. Абазинский нож, он сильно отличается от ножей, которые делают наши соседи. И по всему Северному Кавказу делают похожие ножи. Его форма вырабатывалась веками. Во-первых, он очень хорошо лежит в руке, им очень хорошо резать. Когда животное закалываешь, очень хорошо им резать, ничего не цепляется, никуда ничего не задевается. В чем удобство нашего ножа? Во время разделывания, ошкуривания у ножа есть определенный дробь, который дает возможность не задеть внутренние органы. Помимо этого, хочу отметить, что наш нож погружен в ножны полностью, то есть ничего не выпирает. В ножны изготавливается из деревянного вкладыша, обтянутого кожей. Деревянный вкладыш дает дополнительную безопасность. Ножны не поломаются при падении, при всяких разных экстремальных ситуациях. Нож не повредит своему собственнику. Испокон веков этот вкладыш там находится. Этот вкладыш делают из липы, только из липы, потому что у него характеристики и очень приближенные к быту. Он влагостойкий,
он не высыхается. Ну, очень прочное дерево и очень легко дается в работе. Вкладыш, изготавливаешь вкладыш по форме ножа, делаешь лекало, лекало переносишь на кожу, вырезаешь, делаешь пробойниками отверстия для сшитья, стягиваешь все и начинаешь потихоньку сшивать и выходишь к концу. Вот на абазинских ножах, на ножнах абазинских в конце ножен есть хлястик. Его еще называют иногда язычком. Этот хлястик предназначен для того, чтобы левой рукой его держать, а правой рукой доставать нож. Это не просто для красоты его придумали, это как бы это рабочее применение. Такие же ножи производят в Абхазии, но их ножны чуть-чуть украшены козевкой. Козевка – это козья кожа, выкрашены в разные цвета. Из козевки делают вставки в ножнах. Это чаще всего встречается у абхазов. У нас у абазин нож без этих вставок. Еще особенностью нашего ножа можно отметить, что он подходит как для правши, так и для левши. Его можно вешать на левый бок, на правый бок. Рукоятки на наших ножах бывают разных. Полукруглые, квадратные, ромбовидные, шестигранные. И формы их зависели не от региона, а, скорее всего, просто от фантазии мастера, наверное. Потому что рукояти ромбовидные не всем могут быть удобные. На первый взгляд наши ножи кажутся одинаковыми, но за счет наборной рукояти, подбора разных материалов, каждый нож практически индивидуальным становится. На рукояти у нас делались вставки посередине медные. В данное время мы вставляем разнообразные материалы, там стабилизированную древесину, красивые деревья, айронвуды, там блэквуды. Мы сейчас развиваем это все и, оглядываясь на старые ножи, привносим что-то новое. Сегодня вносить какие-то изменения, новшества, конечно, надо осторожно это делать, но перед работой, допустим, делая наброски, я представляю, как можно было бы как-нибудь грамотно это все внести в изменения, потому что время движется вперед, как бы, и на основе исторического самого вот этого сложившегося дизайна я стараюсь где-то в стилизованном виде какие-то новшества вношу. Над этим тоже как-то по-своему пытаюсь работать. Кудыр – это в переводе с нашего языка это седло. Ну, если его сбоку посмотреть, он как раз имеет форму седла. Это защищает нож, так как раньше делали из рога рукояти или из дерева, ну, чтобы не раскалывалось, не трескался. Раньше их делали медные, еще делали заклепки, там чуть дальше кудыра. Ну, этот нож наши предки очень давно используют в хозяйственно-бытовых целях. Первая цель у этого ножа – разделка. Наши предки выращивали животных, крупный рогатый скот, козы, овцы, да даже куры, индюшки, это же все нужно разделывать, и у каждого должен был с собой быть нож. Абазинский нож, он будет верным спутником любому охотнику, путешественнику, туристу. И в самых необходимых условиях, там, допустим, экстремальных условиях, этот нож никогда не подведет своего владельца.
Издавна ножи пытались заточить любыми доступными способами. При самом идеальном раскладе это был круглый камень с ручкой, все мы видели. Один крутил, наливал сверху воду, второй затачивал. Это по тем временам считался такой более профессиональный вариант. Более простой вариант заточки — это был какой-то прямой гладкий камень с речки горной породы, на котором деды, прадеды наши правили свои ножи. Этого по тем временам было более чем достаточно. И времена меняются, стали становиться все лучше, все тверже, и народ более требовательный, более щепетильно относится к своему ножу, скажем так. И со временем это все переросло в ручную качественную заточку. Задачи, которые перед нашим ножом ставились 100 лет назад, и сейчас, по сути, они не поменялись. Это хозяйственные, бытовые предназначения. Современная ручная заточка хороша тем, что идет минимальный съем металла, а минимальный съем металла – это долгий ресурс ножа. Сама заточка проходит в несколько этапов. Лично я использую суперабразивы, так как работаю с премиум сталями. Изначально нож обклеивается, чтобы не было каких-то механических повреждений. И поэтапно от грубого камня к более мягкому. Зачастую это 5-6 брусков, обдирочные, средняя заточка и доводка. Заточка, по сути, это заусенец и правильное его убирание. То есть ставим грубый камень, пока мы не получим плотный заусенец с обоих сторон. Последующая смена абразива – это убирание заусенца правильно. И как результат на финише, условно, нож должен резать бумагу без запинаний. Главные фабрики Абхазии состоят в выделывании железа, с которого они приготавливают особой доброты сталь. Выливают ружейные стволы, делают кинжалы и ножи весьма порядочные. У народа Абаза был обычай, когда в семье из нескольких ножей, используемых в быту, 1 или 2 ножа передавались по наследству. И им разделывали только в определенное время, по каким-то большим праздникам. И это делалось только потому, чтобы у ножа судьба короткая, если очень много животных и разделывать им, он просто истирается. А эти ножи передавались по наследству. 1-2 раза им в год на самые большие праздники применялся он, потом вытирался, смазывали их и ложили на почетные, в основном на стене висели. И есть ножи, которые 4-5 поколений передаются по наследству. И есть родовые обычаи у нашего народа. Тамги свои ставили, дамыги. На сегодняшний день нанесение тамги на клинке абазинского ножа является практически неотъемлемой частью процесса изготовления самого ножа. Практически каждый абазин хочет иметь свою тамгу, изображенную на клинке своего ножа. Это связывает его с историей, это связывает с его родом, с историей его предков. Поэтому это так популярно на сегодняшний день в наши времена. Процесс нанесения тамги максимально прост. Для этого нужны следующие вещи.
Это определенная пленка, фоторезист, далее телефонная зарядка, соленая вода, ну и вода с содой. Процесс травления происходит следующим образом. Саму тамгу изначально можно делать на самом компьютере в определенной программе, нарисовать ее, потом распечатать на специализированной пленке. Далее на клинок наносится кусочек фоторезиста, сверху кладется сама вот эта пленка с изображением тамги, просвечивается. После того, как ультрафиолет сделал свое дело, водой с содой убираются те ненужные участки фоторезиста, которые не были просвечены. После этого на поверхность наносится соленая вода, которая взаимодействует с электричеством посредством обычной зарядки от телефона. И таким образом происходит процесс травления самого клинка, и на самом клинке отображается тамга человека. Абазы изготавливают ружья, кинжалы и сабли-шашки из железа, получаемого от турок или из сухум-кале. Они умеют великолепно обрабатывать металл и превращать его в прекрасную сталь. Среди них есть и мастера-ювелиры, украшающие золотом и серебром оружие, пояса, газыри и прочее. На сегодняшний день нам известны 4 вида национальных ножей народа Абаза, которые бытовали у наших предков. Чаще всего они отличались исключительно своим размером, тогда как конструкция и форма сборки оставалась неизменной. Каждый из них предназначался для особых целей и выполнял определенную задачу. Самый большой нож из линейки этих ножей назывался рахущага. Это был самый большой нож по размеру. В переводе он означает предмет для закалывания крупного рогатого скота. Само название говорит уже само за себя. Этим ножом закалывали такое крупное животное, как буйвол, бык, корова. Помимо того, что этот нож отличался еще длиной своего клинка, он отличался еще и толщиной, потому что зачастую он выполнял задачи рубящие задачи. Допустим, работа по кости, поэтому этот нож отличался еще толщиной своего обуха и толщиной самого металла. Далее в линейке абазино-абхазских ножей следует средний нож, он называется хаспа. В переводе с нашего языка это так и переводится как нож. В обиходе, в простонародье его еще называли пастушичем, по той причине, что он был верным спутником, неотъемлемым спутником любого пастуха. Чаще всего этим ножом закалывали мелкорогатый скот, будь то барашки, козы, либо домашняя птица, куры, индюки и тому подобное. Третий нож в линейке абазино-абхазских ножей называется хасага, это малый нож. В переводе означает предмет для бритья головы. История этого ножа она очень интересная, восходит к древней воинской культуре абазино-абхазского народа. Раньше предки абазин, чаще всего те, которые промышляли наездничеством, набегами, они брили свою голову, оставляя небольшой пучок волос на голове, на затылке чаще всего. Делалось это для следующей цели. Находясь в набеге, зачастую горец погибал, умирал, и доставка его мертвого тела на родину зачастую становилась очень сложной задачей для его спутников, поэтому ему отрезалась голова, этим пучком волос привязывалась она к седлу лошади, доставлялась в родной аул, передавалась родственникам и хоронилась. На сегодняшний день в обиходе среди народа сохранилось такое изречение, как «ипскарг», что означает «привезли его мертвую голову». Так чаще всего говорят тогда, когда человек, ушедший в мир иной, где-то в другом месте, и его тело возвращается домой, люди говорят «ипскарг», что означает «привезли его мертвое тело». И последний, четвертый нож в линейке абазино-абхазских ножей, маленький нож, который назывался цклас. Чаще всего он позиционировался как женский нож, либо детский нож. Женщины его
использовали чаще всего для самообороны. Он был очень маленький, и его размер позволял хранить его где-то в рукаве, либо за поясом, за женским поясом, и в случае чего он доставался и применялся по назначению. Также этот нож дарили детям. Прежде чем дарить, детей инструктировали и рассказывали им, как обращаться с этим ножом, что этот нож может поранить их и кого-то из близких, окружающих, поэтому его инструктировали. И этот нож, это был первый колющий, режущий предмет, который передавался ребенку, и тем самым его вот обучали, что мужчина должен с самого детства иметь с собой нож, и тем самым его обучали тому, что в дальнейшем он тоже будет с собой носить различные ножи более крупных размеров, шашки, кинжалы и другое холодное оружие. Нож мцасга – это последний, самый большой в линейке наших ножей. Он в переводе обозначает «схватка» или «выхватить». Из сломанной шашки в бою железо тогда было дорогое, кузнечные работы тоже очень дорого обходились. И этот нож никто не выбрасывал. Его переделывали, и применялся в основном он, если человек шел в разведку, с шашкой ему было неудобно, где-то ночью, может быть, гораздо удобнее было нести с собой два оружия, и кинжал, и мцаску. بزي يربون يرترحم كوجين نقص أحسب أو نعبنا زكالو وشبوزتن متأسجا أيسر بناكون يعني قرقوز رزا جاجته حوشزتن أحد شازتن جي متأسجا خيدرحوم أحسب يمتأسجي زلعجايا وحوشزتن أحسب أخواري شعتساب أو نعبنا حسب بزيب أوسا متأسجا ونبأ بزيت هيتصاب أباخلاجي أشتخلاجي ونبأ بزيت يتجيد عايز رقزلا حسب بزيب يعطو حرنس أقزلا ولا كشرنس أقزلا حسب بزيب وخجال عواخر كون متأسجا لجي سخم أوسا متأسجا زمعالاجي أبزيرا يالو بيد يبقى خواتها ونعبنا ينقوقوش تيا أباح وسبا وجاسحت أي شسزاتا جيرج بيد وخجالا شماقا رطا يالورقرنا ساقزلا حسبا تنشك حسبا بغاق ومزارة تقب وسا قز حسبالا يوزب قوزتن يوزالر قوزتن شماقا رطا برقخيد بعشوعك رطا دوخيد توي قزلا متاسقا أو وسا قزلا أقالي ميراخيد ونبقي عن رعب سواتيجاء أتشاق أخر نسجي أجيب أخر نسجي عخر نسجي أويكم كوجي قراحز شك والك شر نسجي رواسا أشقى ومشكو بجو تركون قراحز شك والك شيويد أمتاسقا خوازلر جبوا وخجالا مجتا شرداء يبقى خواتها أتصح يرشخيت تصح لرجبيد رسال لرجبيد أويكم كوجي شعال لرجبيد تشجي وخجا شرداء يبوشتا يو تراك أبناء حسباك تقلتا أبقنجي كوي أقما ياتسرقون يا قساقك يا تسكلاسك وجاسحت يا حسبا يا متاسقا يرواسا ياتسكلا درغويد يروا قساقاجي اتسكلاسكي يان عليدوي يو حوشزتن أحسبا داك إدوتا يعتوخر نسو تقمزتن يا قساقا عتوخيد يا تسكلاس عتوخيد ترى عباقية تتي ينقوغوا ميرادزخيد. Затем мы шли вверх по Куме в течение 3 часов и пришли в прекрасную долину, где проживает народ абазов. Нас ввели в дом в качестве гостей, и в тот же миг мы оказались в окружении 1000 горцев. Их дворяне были в кольчугах и вооружены луками со стрелами. У некоторых были железные и простые жезлы, и они опирались на них с угрожающим видом.
Алабаша – это наш древний посох. Он применялся в основном, когда собирались старейшины, у каждого старейшины в руках была алабаша. Но кроме такого применения, еще применялся он на охоте. Ее брали с собой на охоту, нож, ружье и алабашу. В зимнее время наконечник у него был металлический, как у копья, и для какой-то самообороны, может быть, еще применялся. Но в основном это был посох, через ручей перепрыгнуть надо опереться, чтобы не подскользнуться где-то на горной тропинке. Он применялся. Еще она применялась, можно было просто воткнуть алабашу в землю и повесить на нее котелок, там, чай разогреть, если охота, там, с ночевкой была. А 2 лабаши, так и целый котел можно было повесить. Также еще лабаша могла быть встроена вовнутрь ножом. Это князья заказывали такие более, а простые пастухи ходили с алабашами. То есть это был предмет повседневного использования, можно так сказать. Когда я начал заниматься профессиональным изготовлением ножей, у меня не было помещения, и оборудование было минимальным. Меня пригласили в организацию Алашара, возглавляемую Мусой Экзековым, и выделили грант на покупку оборудования. И обязанности у меня перед Алашара были только одни. Я пользовался оборудованием по своему усмотрению и обучаю учеников. На сегодняшний день президент Международного абхазо-абазинского объединения Алашара Муса Экзеков оказывает очень большую поддержку и содействие в сохранении и развитии культуры народа Абаза, в том числе в популяризации и возрождении такого ремесла, как ножевое дело. Многие мастера от него получили гранты, средства на приобретение оборудования, различных материалов. И это очень сильно помогло в том, чтобы это ремесло развивалось, популяризировалось и распространялось. Наши ножи изготавливаю не только я. Очень много у меня учеников, порядка 7-8 человек. И молодые люди, очень им интересно изготовление этого ножа. И они продвигаются прям большими, быстро обучаются. И с помощью меня, я им передаю свои знания, свой опыт, многолетний, накопленный, выстраданный. И они очень подают большие успехи, показывают, хорошие ножи делают. И даже ножи моих учеников пользуются большим спросом, что это очень хорошо. И некоторые ножи моих учеников уже и за границу, и в Турцию, и в Америку отправляем мы, популяризируем наш нож. В Дагестане, например, есть завод оружейный, который имеет линейку по производству абазинских и абхазских ножей. Их ножи тоже пользуются спросом и покупают их по России и за рубежом. Не хотелось бы, чтобы наш нож затерялся в истории, в современном мире, люди про него забыли. Поэтому всем ученикам я передаю не только свои знания, но пытаюсь им внушить, что это наша история, чтобы они передавали это своим детям, что каждый из вас просто обязан научить еще кого-нибудь.